общения старшего поколения в городе Канаш состоялась виртуальная экскурсия по выставке «Вышитая карта России», экспозиция которой находится в Чебоксарах в Чувашском национальном музее. Событие транслировалось в онлайн-формате, сопровождалось сурдопереводом и по-настоящему впечатлило гостей центра из Канаша и Цивильска. Как будет проходить трансляция, благодаря кому появилась такая карта, что входит в данную экспозицию, на эти и другие вопросы нам ответил заместитель начальника управления, руководитель клиентской службы на правах отдела в городе Канаш, отделения Социального фонда Российской Федерации в Чувашской Республике, Чувашии, Дамир Ринатович Сабиров. Сегодня, 15 февраля, в Центре общения старшего поколения состоится виртуальная экскурсия по выставке «Вышитая карта России», экспозиция, которая находится в Чувашском национальном музее. Данное мероприятие будет проходить в режиме видеоконференции, то есть с Национального музея будет идти трансляция. Трансляция будет идти для Центра общения старшего поколения в городе Канаш, Центра общения в Цивильске, а также к данному мероприятию будут подключаться центры в Нижегородской области и в Республике Мариэл. Самые интересные выставки будут показаны такие. Будет показана, значит, карта России, вышитая. Карта страны, которая вышита впервые силами, мастерами из всех регионов. Размеры карты 3,6 и 82 вышитых панно на данной карте. В экспозицию входит карта Чувашии размером 2×3 и сурпан длиной 6 метров. И вот сегодня у нас, значит, в многофункциональном зале соберутся активы пенсионеров города и района. И также будет трансляция с сурдопереводом, то есть для жителей города Канаш, которые слабо слышат, либо вообще не слышат. Актуальность этого всероссийского проекта заключается в том, что каждый регион представил не только палитру народного рукоделия, но и этническое многообразие. На одном полотне можно увидеть почти все локальные виды вышивки: Тамбовский крест, Орловский спис, Иркутскую и Владимирскую гладь, Ивановскую строчку, Нижегородский гипюр, Тарусскую и Кайтакскую вышивку, Смоленские украсы, Селькупское бисероплетение, Поморское золотное шитье. Экскурсия проходила в многофункциональном зале, где собрались активные пенсионеры, которые довольно часто посещают подобные мероприятия в Центре общения людей старшего поколения. Скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете мероприятия в Центре общения людей старшего поколения? Как открылся, я постоянно приходила сюда. Все мероприятия у нас тут было. Насчет электричества, как оплатить вот это я приходила. Потом приходил полиция, нам про мошенников все это тоже приходило. У нас садоводство, мы собираемся. В общем, постоянно. И везде. Всегда вам нравится? Ну, нравится, конечно. Тут у нас люди хорошие, общение очень интересное. Сам у нас и директор очень хороший. Скажите, пожалуйста, есть ли такое мероприятие, которое вам запомнилось больше всего? Что вам понравилось? Ну, там наверху, как говорится, мне что понравилось там в основном. Но вот последнее вот это полиция, что вот это про мошенников, мне очень понравилось. Так он чисто, ясно, прям все объяснял. У вас здесь активный отдых или же активная работа? Как активный и отдых, можно сказать, и работа. Но я здесь вот отдыхаю душой. То есть вам это нравится? Нравится, очень, с душой я прям. Да, это очень здорово. Да, спасибо, я с душой приходила всегда сюда. Также в многофункциональном зале можно было посмотреть на экспозиционные выставки талантливых художников нашего города и познакомиться с выставкой «Мир насекомых», которая раскрывает основное многообразие видов жуков и бабочек. Все присутствующие с интересом участвовали в виртуальной экскурсии, а значит, впереди их ждет еще много увлекательных событий. Людмила Матвеева, Галина Семенова, Пенсионный фонд России, города Канаш.